В августе прошлого года вследствие подмыва берега, протекающей рядом с речкой Шагихи, могильник частично обрушился, обнажив захоронение. Глава региона провел совещание по вопросу археологических раскопок в разрушенном склепе в селении Цорий с участием представителей Тейпа Цароеву. По итогам обсуждения происшествия было принято решение выделить около 5 миллионов рублей из Национального фонда развития Ингушетии на проведение берегоукрепительных и восстановительных работ на территории склепа, а также на установку видеонаблюдения. Около 4 миллионов рублей было выделено на противоаварийные работы. Вице-премьер правительства Магомед Евлоев, выезжавший на объект для проверки качества и соблюдения сроков исполнения работ по поручению Махмуда Али Калиматова, выявил ряд нарушений и доложил об этом главе республики. 17 июня мы вновь выехали, также были представители ЦОРа и все сидящие здесь. Камень на камень не двинулся. Поэтому мной было принято решение о необходимости расторжения, о том, что был там же на месте подрядчик уведомлен. На проверке также присутствовало управление капитального строительства и финконтроль, которые провели работы и соответствующие справки имеют о том, что подрядчик должен добровольно вернуть там 3 миллиона 200 тысяч. Данное соглашение было составлено о возврате добровольно, однако подрядчик отказался, была составлена судебная претензия фондом непосредственно. Эта претензия направлена, работы по сегодняшний день не завершены. Махмуд Али Калиматов выразил свое недовольство по поводу безответственного отношения подрядчика к такому важному для жителей республики историческому объекту. По итогам встречи глава Ингушетии обязал Саварбека Даурбекова устранить все недостатки и сдать объект до 1 октября. 31.05.23 ты должен сдать был объект. Работы не завершены, значит, Цуроева, Тейп, они говорят, не сделано. Я говорю, ну как же это, мы же выделили 8 миллионов на эту башню Цуроевых. А получается, значит, что вам дали деньги, вы свою работу не выполнили. Понимаете, когда вы смету составили, вам, соответственно, сметой дали денег. Правильно я говорю? А вы потом говорите, надо было подход сделать. Слушайте, ну тогда бы сказали, надо, я деньги не беру. Давайте-ка смету изменения. Я полагаю, вот грунт надо мне смету еще увеличить на столько-то денег. А вместо этого вы бумагу, которую вы сами подписали, смету составили и согласовали, вы, значит, туда добавляете работу. Или вы сделаете работу, или вернете деньги. Это же наше лицо. Как это склепы у нас там, кости лежат, да? 8 миллионов не маленькие деньги. Я же сказал, выделить их. И мы выделили. Но вы даже освоили половину их, а теперь вы мне говорите, карьер у вас там, земля у вас там. Понимаете, меня это, уважаемый, не должно беспокоить. Это вас должно беспокоить. На контроль берите, но открытым я ишмуаю, ажал до 1 октября. Я почему говорю? Я сказал, вот 8 миллионов, они и будут 8 миллионов. Но надо сделать ее. А где дети мало? Ажал, я дождь, лордиш, ванш. А где дети мало? Это же мировое сокровище у нас. Но его надо просто сохранить, улучшить. Мы это будем делать. У нас там, я вам говорю, это не только вот этот склеп. У нас сотни склепов там, которые мы должны профилактически сегодня ходить. Поэтому мы должны серьезно к этому отнестись, к нашему наследию. Глава Ингушетии также поручил Комитету по культурному наследию республики провести работу по выявлению и классификации неизвестных исторических памятников для дальнейшего их восстановления. Кроме того, будут выделяться средства на поддержание состояния всех архитектурных памятников в горах. Понимаете, никто не исключает завтра еще один объект, другой объект, 5-й объект. Добросовестный должен быть подрядчик. Вы должны понимать, вот эта беда, которая, и сегодня я совещание собрал, чтобы вы не допускали этого впредь. То есть я буду с фонда развития давать деньги на восстановление могильников. Я не хочу, чтобы вот эти ситуации возникали. Каждый обследовать, где у нас
предполагается, мы видим со всеми специалистами, мы должны сделать карту, где у нас может еще быть такое, конкретно первому вице-премьеру задание. Совместно со всеми федеральными и другими службами нужно сделать одну вещь – обследовать. Жайрах, Баймалю, Агалыш. Завершая встречу, глава Ингушетии предложил организовать и провести научно-практическую конференцию, посвященную вопросам сохранения и реставрации башенных комплексов в Джайрахском районе. Хадида Бриева, Хусейн Гагиев, Новости 24.